Абхазы, вас мало. Нечестный, неправедный бой, но танк не страшнее кинжала. Когда твои братья с тобой? В Пятой Гаагской конвенции 1907 года о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны сказано, что отдельные лица, добровольцы, могут переходить границу, чтобы вступить на службу одной из воюющих сторон. Добровольцы, пренебрегая опасностью для жизни, приходят на помощь потому, что их собственная нравственная позиция полностью совпадает с тем правым делом, за которое борется этот народ. Безоговорочно веря в численный перевес своих сил, грузинские войска вторглись в Абхазию 14 августа 1992 года. В связи с тем, что были исчерпаны все методы по выводу оккупационных сил с территории Абхазии, Конфедерацией горских народов Кавказа был издан указ, который объединил народы, видевшие, на чьей стороне правда. Всем штабам конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Второе. Всем вооруженным формированиям конфедерации при противодействии им каких-либо сил вступать в бой и пробиваться на территорию Абхазии любыми методами. Горными тропами через перевалы, преодолевая тяжелейший путь, добровольцы по зову сердца шли на помощь абхазскому народу. Не успев отдышаться, отправлялись на фронт. Это были ребята из республик Северного Кавказа, Юга России и кавказских диаспор за рубежом. Уже 15 августа 1992 года на второй день в Гудауту прибыла первая группа добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. 24 октября 1992 был создан штаб Конфедерации народов Кавказа. Расположился он здесь, в здании Гудаутского лесхоза. Первым начальником оперативного штаба был организатор всего добровольческого движения Муса Шанибов. Великое чудо, которое мы совершили, это то, что мы не опоздали. В 1989 году, когда раздался этот стук, что малым национальностям придется объединиться, иначе их раздавят, и этот стук раздался, и именно это была мысль великих мужей абхазского народа, те, которые к нам обратились, и мы поняли, и приехали сюда, и провели эту ассамблею. Но то, что мы сделали, и эти наши фестивали, наши встречи, наши контакты, все, что мы сделали, но чтобы их оценить, понимаете, нужен был какой-то индикатор, какой-то, через который можно было это определить. Собственно, до 1989 года я знал одного живого абхазца. А теперь единственное, где я могу быть, кроме Кабарды, и забыть Кабарду, это Абхазия, это вот здесь. Там, где я чувствую, что я дома. В штабе проходила вся координация добровольческого движения. Здесь составлялись списки воинов, велась документация, оказывалась помощь. В этом, вспоминает один из руководителей организации, была большая необходимость. Генеральному штабу необходимо было дисциплина, информация, сплоченность, заниматься теми добровольцами, которые кинулись со всех уголков Союза Советского, в основном, конечно, Кавказа, Адыгский мир, она не справилась бы. И вот это возложил на себя оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа. И я не могу в этот день не сказать о роли сотрудников этого штаба. Начальники штаба менялись, а с первого дня создания коллектив оставался бессменно. Коллектив в основном состоял из девочек с высшим образованием. Некоторые уже были ученые звания кандидата наук имели. Некоторое время штаб возглавлял кабардинец Феликс Бекалдиев, но, к сожалению, он погиб, находясь в том самом вертолете, сбитом над селом Лата. И начальник штаба вылетел на этом вертолете под эгидой Красного Креста. Договорились по службам, как положено, и он эвакуировал этих детей, стариков и женщин. Полный переполненный вертолет вылетел
И хотя была договоренность по линии гуманитарной, по линии, как положено в период войны, Красный Крест участвовал в международной организации, и все договоренности они перешагнули и целенаправленно сбили вертолет, в котором сгорели дети, женщины, старики, и сгорел сам, погиб Бекалдиев Феликс. После Бекалдиева штаб в Гудауте возглавил чеченец Абуязид Дахиадов, а затем Руслан Гвашев, который на тот момент являлся вице-президентом Ассоциации горских народов Кавказа. Я лично, когда узнал, что осиротел штаб, нет руководителя, будучи вице-президентом, навестил Шанибова и принял решение. Он благодарил меня, что я посетил его раненого в Пицунде, в Самшитовой роте. Он находился. И когда он узнал, что я возглавить решил остаться, не просто проведать на передовой бойцов, а возглавить штаб осиротевших, он так обрадовался, прослезился, обнял меня. Это была свидетельница Ирина Агрба. Она была пресс-службой всей конфедерации, была со мной, когда это решение мы приняли. Я взвалил на себя это. Пресс-служба штаба играла в то время огромную роль. Шла информационная война. Об Абхазии распространялась ложная информация. Враг сочинял небылицы. Работа, которая велась нами, если она даже и не была колоссальной, мне кажется, что все это было очень важно. Вы понимаете, когда грузины распространяли, сейчас принято говорить, фейк, да, фейки, фейк вот типа того, что чеченские боевики на Гагарском стадионе играли в футбол отрезанными головами грузин. Это, представьте, это какая вопиющая ложь. Вообще психически нормальный человек, если даже он задействован в информационной войне, не должен делать такие вещи, если в нем что-то человеческое есть. Но там ничего человеческого же не было. И даже сегодня, по происшествию стольких лет, есть возможность проверить эти факты. Таких фактов в природе не было. Вот почитайте и на нашем сайте, и на других сайтах. Грузины до сих пор пишут об этом и вспоминают об этом. То, чего не было, вспоминают. И они живут тем, чего не было абсолютно. И поэтому информационное сопровождение имело большое значение. И в нашем штабе понимание этого было. И поэтому мы и делали ту передачу, которая называлась «Вместе через беду». Важно было делать материалы о героях, о добровольцах, которые приехали защищать Абхазию, ведь их называли наемниками. Важно было рассказать, что это люди, которые пришли в Абхазию по зову сердца и крови. Тогда и была создана передача «Вместе через беду». Это нужно было что? Информировать общество о том, вот кто есть эти добровольцы, которые приехали, что они думают, как они мыслят. И вы понимаете, вот для поднятия морального духа общества, хотя общество и так было очень серьезно заряжено, скажем, на победу там, и так далее, ну, такого пессимизма, какого-то серьезного, которого мы боялись бы, не было, но в то же время такая поддержка была очень нужна. С кем мы имеем дело? Кто это пришел рядом с нами, кто нас защищает? Даже персонально каждый, кто и нет. И понимаете, любое интервью, скажем, этого героя или рассказы о герое, который пришел в Абхазию, как он мыслит. Это все было очень важно для внутреннего употребления. Но мне кажется, что не менее важно было другое, ведь в это время Грузия с нами вела еще информационную войну. И вот частью этой информационной войны было псевдоутверждение, будто, значит, добровольцы, которые воюют в Абхазии, конфедераты, они являются наемниками. Мы-то прекрасно понимаем, что Абхазия, которая не имела огнестрельного оружия, Абхазия, которая не имела денег на то, чтобы приобрести это огнестрельное оружие, она не могла иметь средств для того, чтобы заниматься наемничеством, чтобы покупать людей. Простая логика об этом говорит, но простую логику никто не слышал тогда. Ты знаешь, вот про таких, как ты, говорят, вы наемники. Это действительно так? Нет, мы сюда приехали чисто по своему желанию, по своим убеждениям.
сознательно. Скажи мне честно, тебе что-то платят? Мне ничего не было. Тогда Сразу, когда сюда приехал, сразу об этом даже разговора не было, что кто-то кому-то что-то платил. Было чисто. Если ты знаешь, что пусть даже, не дай бог, кто-то погибнет, я или мои друзья, не дай бог, я еще раз говорю, то мы погибнем как люди. Ну, как люди на самом деле. Мы сюда пришли воевать не за деньги. Хотя я знаю, многие так думают. Я на той стороне, что мы наемники. Мы не наемники. Мы добровольцы. Как раньше говорили, интернационалисты. Это хорошее слово вообще-то, интернационалисты. Ну и вот это понимание того, что ты, даже если ты погибнешь за справедливость, оно не дает сильно думать тебе о том, что вот я погибну, вот я погибну. И потом война, конечно, любой может погибнуть. Но надо стараться как-то перехитрить смерть. Офис штаба в Гудауте стал домом для добровольцев, для тех, кто в нем работал. Все здесь знали друг друга по имени, могли прийти в любое время суток. Были как одна большая дружная семья. Зима была суровая, выпало очень много снега, было очень холодно. И в нашем штабе мы поставили печку, буржуйку и топили. В основном у всех, что у девушек, которые работали в штабе, и что у добровольцев, которые туда вот приходили с какими-то проблемами или просто даже пообщаться, у всех ноги были мокрые, скажем так. Вот были проблемы, все понимают, и с обувью, и с одеждой, и так далее. Вот. И я помню очень хорошо, что вот нашему штабу выделяли несколько буханок хлеба, и у нас в запасе всегда была аджика. Пришли ребята, вот мы все сидим, сушим ноги, очень часто такое бывало, значит, сушим обувь, носки, и в это же время нарезаем хлеб, на хлеб аджику, они смеялись, это абхазское масло, и вот мы вместе ели таким образом, и это вот как, я не знаю сейчас, с чем это можно сравнить, но это было очень вкусно, это было очень приятно, и, конечно, такая коммуникация, она была очень важна в тех условиях, и с большой теплотой, и мы вспоминаем об этом сегодня. Самое сложное в работе штаба было сопровождать тела погибших. Тяжелые встречи с родственниками вспоминают участники событий. Но сильных духом людей не победить, говорили добровольцы. Народ маленький, зато за ним стоит дух очень большой. Тот дух стоит за ним, который еще не может понять этот мир, до чего может докатиться это все. А если у него дух большой, то он проигрыша не бывает. Тело можно убить, а дух его, он вечный будет. Во-первых, принять то, что погиб человек, с которым ты вчера общалась. Да? Он с нами в штабе общался, шутил, разговаривал, все, и о чем-то там думал, какие-то планы строил человек, и он не вернулся, и ты об этом узнаешь, и в это мгновение это принять было очень трудно. А затем, конечно, сопровождать тела погибших на родину домой психологически, это было самое тяжелое. Но вот за все время мы многократно, кстати, ездили вот таким образом. И когда мы приезжали в семью, ни в одной семье нам не дали почувствовать, что из-за них погиб их сын. Ни в одной семье. Как эти люди преодолевали эту боль, я не понимаю, но они это делали. То есть там и родители были на уровне своих детей, очень мужественными людьми, очень сильными. Спустя 30 лет Гудаута все так же является местом, где встречаются добровольцы, чтобы с абхазским народом отметить День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Именно сегодня 30 лет прошло с момента создания, и роль самой организации переоценить сложно, потому что весь Кавказ поднялся, весь Кавказ, я не боюсь этого слова,
солидаризирован был с тем, кто отстреливается, то есть с абхазским народом. Действительно, как было сказано выше, феномену добровольческого движения в Абхазии еще предстоит дать оценку. На помощь Абхазии по зову сердца, по зову крови в одной группе шли представители разных национальностей и вероисповеданий. Среди них адыги, армяне, русские, осетины, казаки. Штаб Конфедерации народов Кавказа выражает глубокое соболезнование родным и близким, боевым друзьям погибших ребят. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. Гугуца Вардания,